Так, и снова здравствуйте. Едем дальше, в общем, на Якутск. Осталось еще, наверное, 4200 отсюда. Это вот подъезжаем, думаю, давайте проедем. Все равно снимать нечего особо. А тут Ачинск у нас. Вот видите, там трубы дымят. Большие кучи. Породы отработанной. Это Ачинский глиноземный комбинат у нас тут. Самый крупный в России, кстати, считается. В Русал входит, или, по-моему, да. Ну и все, значит, что они тут делают? Добывают боксит. Я так понимаю. Его перерабатывают, получают глинозем. То есть с боксита там какая-то руда выделяется. Что-то известняк добавляется. И получается глинозем. Это оксид алюминия. И потом вот этот глинозем едет уже на алюминиевый завод. И там методом электролиза, то есть электрическими, расплавляют все. И получается алюминий. Такой движняк интересный. До того, как сам алюминий как бы в чистом виде в природе вообще слабо содержится. И он, когда, ну, его там нашли в руде, там, он стоил там больше золота там одно время. А потом, когда вот этот способ придумали, что оксид добывать, а потом электролизом его там добывать. Ну, то есть получается там примерно так вот. Боксит содержит алюминий, да, этот. Его перерабатывают в глинозем. Что-то там тонн с 5, наверное, там пару тонн получается глинозема. А уже из пару тонн глинозема тонна алюминия. Примерно такой расклад. И вот это вот видно, тут трубы, все идет. Не знаю, так все. Может, золоотвал такой. Типа по трубам вымывают сюда золу в этот. А может, не знаю, как-то вот все проткнуто здесь сетью труб. Так, кто работает тут, пишите, что за трубы. Ну, подача в золоотвал обычно, ну, так много бы не делали ответвлений, не знаю. А может, наоборот, здесь отсюда что-то засасывают из отстойника там для техпроцесса. Короче, неизвестность полная. Ну, в общем, вот крупнейший в России, да. Ну, сейчас прокатимся по Ачинску, раз уж такое дело. Ну, до заправки Роснефть. Там Роснефть будет. Сейчас, наверное, заеду, там заправлюсь. А может, не заеду, еще полбака у меня. А, не, лучше в Красноярске тогда уже завьюсь на Газпроме, наверное. Ну, сейчас гляну, что почем там. На Газпроме вот заправка. Сейчас скажут, сколько почем, чего. Он по трассе такая хорошая дорожка перед Ачинском. А сейчас увидите, какая будет дорожка на въезде в Ачинск. Как не, это Газпром, нефть, дизеля. Что-то непонятно у них. 45, 92, 95, 49. Больше ничего нету, дизеля нету. Тут мойка, да, кстати, хорошая. Ни разу не заезжал, все время мне сказали, что горячей водой моют. Зимой актуально очень. Вот здесь где-то она. Ну, наверное, вот это здание серое. А, не, вот она, автомойка, желтенькая написано, да. Ну, там уже мыть не буду, ладно. Что смотрю, уже там в очереди кто-то стоит. Так, и вот мы заехали в Ачинск, да? Зацените. Короче, комбинат самый крупнейший в России. У них, да, тут? Ну и ямы на въезде тоже крупнейшие в России. Не знаю, как-то надо, не знаю, мэру заехать, может, попросить, скажи, ну что, лицо
Лицо города, въезд. Народ что запомнит? И никогда не забудет, как он тут трясся на въезде. Ну или вызвать дорожников, пендали им раздать. Ну, тут участок вот до рельсов такой просто изнасилованный какой-то. Может даже, кстати, подлатали там чуть-чуть. Ну, все равно. Сейчас увидите дальше. Ну, если не сделали ничего. Потому что в прошлый раз было вообще, конечно. Там такие амплитуды, что и крылья поотрывать можно. В общем, привет дорожникам ачинским. Что могу сказать? Каждый, конечно, занимается своим делом. А тут, видать, что-то не дошло дело. Кстати, да, подлатали что-то. По-моему, было больше. Или вот это засыпали здесь. Были все вот такие канавы. А вот здесь вот. Ну да, опять чуть-чуть дезинформации. Ну, какую-то работу провели явно. Ну, чем-то засыпали, потому что... Ну, все равно корявки остались, но... Вот это вот все, наверное, как-то не выглядит свежим. Я тут месяц назад был, да, чуть больше месяца назад. Короче, мало, ладно, видите, зря ругался. В общем, отлично. Канавы с маленькой амплитудой у нас не считаются канавами еще. А тут что-то... светофор же. Да, все зацвело, расцвело, конечно, симпатичнее ехать. Жара тут как бы 28 сейчас. Ну, по дороге 27 было. Вот, градусник на машине. Не знаю, видно, нет? Наверное, не видно ничего. Тут я пошире захожу, потому что там с рельсов, видите, какой огромный перепад канава. А у меня такие крылья на машине. Вроде как они и это, вот видите, он заезжает аж чуть ли не это, не за бордюр цепляется. А я вот так пошире. По встречке просто я знаю эти уже приколы, как бы. Мне все равно тут. И вон яму как раз колеса проехали. А была, ну вот как вот типа вот этой ямы там, вот эта прямая, прям небольшой участок просто, я не знаю, наверное, видно ничейный, тут, знаете, как типа за рельсами вот это городское, а за знаком, например, федеральная дорога, а между рельсами и знаком просто в документы не внесли, у нас же так бывает. Ну, это одна из версий. А так, честно говоря, вот алюминиевый завод, все тут гадостью дышат этими трубами, да, а выходи. Народу толку от этого непонятно. У тех там точно сейчас дела хорошо, у алюминия. Цены на мировых рынках конские на все это дело, там рекорды какие-то. Ну пусть наши там в связи с санкциями там чуть-чуть с дисконтом все продают, ну там нормально все. А какая-то должна быть социальная ответственность небольшая, хотя бы город, который, ну, обеспечивает тебе или рабочей силой, как бы, и расположение твоего производства, все, ну, какую-то социальную ответственность приведи, тут все в порядок, что, чтобы люди улыбались. А там народ там за прибыль переживают, в Москве там сидят, что, графики строят. Сюда, наверное, никто не приезжал ни разу. Тут надо, наверное, собраться Владимиру Владимировичу, посетить Ачинский комбинат. Тогда тут, блин, за 15 минут все сделают. Дороги. И в целом-то нормально все у нас, как бы, картина-то везде такая, как бы. Некоторые вопросы возникают, ну, что делать? Дорога есть, можно и поесть, как говорится.
что-то вот это похрустывает, не знаю. Вот. Такие вот мелкие ямки, что-то там вот. Тут, кстати, что-то обновили, наверное, не знаю. Не выглядит прям новым асфальтом, ну, поровнее стало. Вот эта вот часть. Там мост еще тоже на ремонте был. Реверсивное движение. Ну, месяц назад, может, уже за месяц, конечно, сделали все. Ну, вот это Ачинск. Раз крупнейший завод, значит, столица глинозема российского. Так визуально, конечно, ям вроде нету, а тарахтит. Жестковато. Надо, может, колеса передние подспустить, я не знаю. Я вроде их спускал, они вроде этот... подожди, не то нажал. Где тут система контроля давления? Ну, у меня 10 и 10,1. Наверное, на передок это... Они вот все поразогрелись, под десятку стали. На жаре. Надо или азотом переназакачать колеса, чтобы... Азотом качают же, у него получается, он, ну, объем свой от нагрева не изменяет, потому как бы давление держит одинаковое. А тут не знаю. По трассе вроде я не быстро еду. 10, наверное, много надо. Оп. Короче, пишите в комментариях, не знаю. Оно на холодную, в принципе, 8,5, где-то вот так вот, когда стоишь. Надо посмотреть, кстати, сейчас потеплело. Может, там оно по полочка хотя бы сбросить. Короче, у меня 10 на передних и ведущие 9,6, 9,7 и одно 9,4. 2,9,6. Ну, они как-то... Их я пытался там прямо ровно поймать, честно говоря. Чуть пшикнешь, оно раз туда-сюда. Там, видно, погрешность какая-то есть, я думаю. Ничего страшного. Или не 9,4, 9,5. А что тут еще есть? Загрузка у меня по максимуму с расчетом. Новых допусков на 10%. 8,2, 8,3, 10,2. Ну, короче, 14,9. Тут вообще все четко. Вес 26,9. Ну, до этих погрешностей у меня 25,200 пролазило. Сейчас 27 проходит по весу. Так что мы ввозим тяжелые грузы. Ой, блин. Так, машина раньше, да, поменьше тарахтела. Сейчас все-таки уже не новая. Оно как-то еще чувствуется вот сейчас, вот ленивец при такой нагрузке, он прямо хорошо на себя берет, там 4,7 тонны. То обычно он там 3, там и 6, что-то вот такое. И сейчас он, видно, так прямо в упор стоит, что когда проходишь такие стыки, оно прямо поддает. Чувствуется вот именно вторая ось, так дынч, блин, прямо у них, ну, наверное, на ленивце там не так эта амортизация сделана. Ну, он как-то жестко отрабатывает как-то. Тут, вот, видите, торговый центр, светофор. Тут какая-то пробка. Вперед я не вижу, конечно. Ну и вот тут что-то поднамусорили слегонца. Видно, в мае субботник никто не проводил здесь. Я так никогда не поступаю, чтобы что-то выкидывать вот на обочину из машины. У меня в машине вот примерно вот так, как на обочине. Все как навалено, пока мусорку не найдешь. Тут собирается. Вот видите, у меня пакет с
баночками. Баночки кефир там, Адрика я брал, как лимонадица. Ну, это, правда, честно говоря, салфетки, ключи там, ну, просто, чтобы под рукой было, влажные салфетки. Ну, у меня помойка в машине, короче. Ну, я в баке выкидываю. Понятно, что потом кто-нибудь эти баки все равно, ну, хотя бы на полигон какой-то отвезут. Ну да, ремонт моста до сих пор идет. На реверс тут сейчас будем стоять. Уп. Ну, это Ачинск, объездная, он-то так... Сейчас на карте. Где там Ачинск? Вот мы вот так вот по объездной крадемся, а сам он вот в стороне. Ну, вокруг кругаля дадим чуть-чуть. Вот такая запчасть повез. Неплохую. Ну вот ачинские обочечники. Покрался. Вот есть тут еще завод силикатного кирпича. Реклама, видите, висит. Ну, есть что делать здесь, в общем. Наверное. Стоим. Не знаю, можно, наверное, даже и заглушиться. Уже. О боже, не нужно. Тут еще как-то заправки сохранились. Сибнефть. Ну, именно Сибнефть уже давно Роснефть купила у Абрамовича. Ее вроде как нет. А заправки остались. Все, поехали. Ну, если успеем за этот заход. Ну и все, за мостом выключусь тогда. Так, посмотрите, обзорная экскурсия по объездной Ачинской это получается. Такие породистые ямки тут. Ну, вот видите, размеры прям по ГОСТу. Наверное, специально так сделали, чтобы быстро тут не ездили. То, получается, надо асфальт положи, потом, чтобы быстро не ездили, лежачих полицейских там надо знаки ставить туда-сюда. А так, что, яма есть уже. Получается, она все задачи перекрывает, народ быстро не ездит, сквозь землю не провалится, в принципе, поверхность твердая. Видно, исходя из этого, они вот и оставили там пару ям на прямой. Так, а этих что, пропустить? Давай, быстрей! Ну! Ой, чё? Можешь стартануть вот прямо, как учили? О! Скрылись. Сибнефть, вот видите. Да. Ну такая вид у нее, конечно. Видно, Абрамович, может, забыл их продать и бросил просто. И они так и стоят. Так, ну надо лучше бы, конечно, проехать, потому что стоять сейчас тут на подъеме, вот это трогаться лишний раз, это сцепление, вообще расход и в целом будет влиять
на рентабельность поездки. То мы крадемся вообще. Так, ну пока на зеленый вроде. А, что, остановиться, наверное, да? Нет, ну ладно, я поеду. Все-таки на желтый, типа. На желтый можно. Фонарик 29-35, поворотчик выключи. Ага. Благодарю. Поздоровался велосипедист. Так, ну я на желтый, в общем, получается. Если что, это всем привет из Ачинска. Это я тут пробки создавал, если что. Долго. Мне главное теперь не отставать, а то я... Не, ну на желтый вроде как можно, я же в накат, чтобы тяжеленький, не трогаться в подъем. В общем, исходя из этого, я так поступил. Вон уже, видите, стартанули эти люди. Все, я последний. Все, вперед, парни. Видишь, ругался на Ниве. Но он зря, кстати, ругался. Я такой момент, ну секунда, а он прямо весь на нервах. Будешь смотреть, это пиши в комментариях, короче. Че? Это просто нервный человек, мне кажется. И вот и Ачинск мы объехали, в общем. Конец. Ладно, что-нибудь будет интересное, подснимем еще. Всем давайте привет, удачи на дорогах.